день, дорогие друзья! С вами мы, проект «Эхо Баку». У нас в гостях Элхан Шайноглу, руководитель аналитического центра «Атлас». Элхан, приветствую. Спасибо огромное, что принял приглашение. А, Добрый вечер, Максим. Я тоже рад видеть тебя. И спасибо огромное авансом за интересную беседу. С тобой по-другому не бывает на самом деле. Это 30-летнее знакомство наше, помню. Элхан, начнем. Последние новости. Просочилась инсайдер о новой версии редакции Конституции Армении. Оно еще не опубликовано, но пока инсайды просачиваются, и речь идет о том, что оттуда самое главное убирать ссылку на Декларацию независимости, которая фактически констатировал, да, там не были даже территориальные претензии к Азербайджану, там констатировалась оккупация части территории Азербайджана. Кроме того, там убраны намеки на территориальные претензии к Турции, Западная Армения. Вот. Убирается пункт о том, что Армения будет добиваться признания событий 15 года геноцидом. А, Это, наверное, такой хороший шаг к миру, да? Да, это хороший шаг к миру. Все это прогнозировалось, потому что с азербайджанской стороны была четкая позиция, что Армения должна поменять конституцию. Но как она будет менять конституцию? Это его дело. Главное, что надо было убрать те пункты, о которых ты тоже упомянул, где говорится об оккупации азербайджанской земли. Если они все это убирают, все слышно? Алло. Да-да, все, я А, просто тебя оставляю одного на экране, чтобы качество было. а, Да. да, все это, если они выводят эту преамбулу из Конституции, то если через референдум граждане Армении, большая часть граждан Армении проголосует за новую Конституцию, все уже. На другой день уже можно подписать мирное соглашение, о чем несколько раз говорил сам президент Азербайджана, что они примут, если новую Конституцию и уберут оттуда преамбулу про Азербайджан, то на следующий день мы подпишем с ними мирный договор. Но до этого еще должны произойти парламентские выборы в Армении, если не ошибаюсь, 7 июня. То есть в этом году я думаю, что уже без проблем можно подписать мирное соглашение. Но главное условие, чтобы Пашинян победил на этих выборах. Рейтинг у него немножко уменьшится, но опять можно прогнозировать, что он победит. Если не будет какого-то террористического акта и вмешательства военных каких-то подконтрольных России, то парламентских выборов большая вероятность того, что Пашинян выиграет и пойдет на референдум. И после этого, я думаю, что даже референдум может быть после парламентских выборов, допустим, в августе или в сентябре. До октября возможно подписание мирного соглашения между двумя странами. Это большой будет позитивом. А если на Конституции, на референдуме это конституционное изменение, принятие новой Конституции не поддержит, тогда что? Тогда мирного соглашения не будет. Это будет вызовом Азербайджану, что Армения не считает мир с Азербайджаном нормальным, и большая часть граждан Армении претендует на азербайджанские территории. Это будет не мир, опять напряженные отношения. И Пашинян уже предупредил оппозицию тоже. Даже сделал месседж армянскому обществу. Если голосуйте за нас, вы голосуете за мир. Голосуйте за радикальных оппозиционеров, таких как Кочарян, Саркисян или Карапетян, вы голосуете за войну. Ну, то есть выбирайте. То есть если армяне поддержат Пашиняна, а не поддержат Конституцию, это тоже выбор не в пользу мира, а в пользу войны. О, хорошо. Но мы видим утверждение, раньше об этом говорил Пашинян, сейчас об этом говорит председатель Национального собрания Ален Симонян, что в случае, если даже речь не про референдум, а на выборах придет к власти оппозиция, к сентябрю будет новая война. Насколько эта угроза обоснована? Или это для Это внутреннего потребления?
Это да, для внутреннего употребления, чтобы армяне правильно голосовали, так сказать. Я прогнозировал, что кампания будет именно в этом русле. Пашинян скажет, что если вы за меня, за мир, а если против меня, вы за войну. Здесь есть логика, потому что радикальная оппозиция не поддержала позицию Пашиняна по строительству мира с Турцией, с Азербайджаном. Ну, хотя это не означает, что автоматически, если Пашинян проиграет, например, если, скажем, Карапетян выиграет выборы, это не будет означать, что он не будет признавать территориальную целостность Азербайджана, потому что он должен будет понять, что это уже будет опять война, и они опять проиграют эту войну, уже проиграют новые территории. Это понимает Кочарян тоже, главный сепаратист, который все это заваруху начал. Он понимает, Саркисян понимает. Неспроста, вот недавно они провели съезд Кочарян, и я прочитал его выступление, и ни в одном месте он про Карабах ничего не упомянул. То есть он тоже понимает реальную ситуацию, что Карабах уже потерян для Армении. Но все же такие лица, как Кочарян, Саркисян или даже, скажем, Карапетян, не обещают позитива региону, не обещают позитива для мирных договоров или соглашений. Поэтому есть здесь логика. Значит, Пашинян и Ален Симонян, спикер парламента Армении, с одним выстрелом убивают двух зайцев. Во-первых, они показывают обществу, что если не мы, если они, это будет война, и Армения уже опять потеряет еще больше территорий и изменения в Конституции. И я думаю, что это главный аргумент в пользу Пашиняна. И часть общества должна понять, действительно, голосовать за того же Качаряна, за того же Саркисяна и даже за того же Карапетяна, который управляет из российских кругов. Это опять будет напряженное отношение между соседними государствами. Я думаю, вот один из единственных случаев даже в мире, скажем так, одна страна проиграла войну и идет на выборы. И на этих выборах опять они голосуют за того лидера, который проиграл войну. То есть я имею в виду Пашинян. Пашинян проиграл войну с Азербайджаном. И после этого он пошел на выборы. Многие бы подумали, что армяне будут голосовать против него, так как он потерял Армению. Но армяне поняли, большая часть армян поняла. Если они проголосуют против Пашиняна, это будет еще хуже. Это не означает, что Пашинян для них единственная альтернатива. Но нет другой позитивной альтернативы. Если была какая-то другая позитивная альтернатива, армяне голосовали бы за него. Но такой альтернативы нет. Альтернатива это Кочарян, Саркисян или, скажем, Карапетян. А этого часть армянского общества еще больше боится. Поэтому все это суммируя, я думаю, есть большой шанс, что Пашинян и его партия опять выиграют выборы. Но здесь другой вопрос. Этот выигрыш даст ему позицию, что он сам будет определять правительство или должен пойти на какую-то коалицию с какой-то партией. Вот это первый вопрос. И во-вторых, еще надо дойти до выборов. То есть в новейшей истории Армении было несколько раз, когда там были террористические акты, и Пашинян сам несколько раз говорил о том, что он не во всем может контролировать армию. Там есть люди, офицеры, военные, которые близки с российским разведывательным структурами. То есть, может быть, еще террористический акт какой-то, может быть, какой-то военный перевод. Если он сможет все это опередить, и, наверное, американцы в этом ему помогут, неспроста самое большое посольство в постсоветском пространстве это находится в Ереване. То есть, если этих двух опасностей он преодолеет, то выборы он выиграет, но здесь вопрос будет в том, что этот выигрыш даст ему право, чтобы он один смог бы определить кабинет министров или должен пойти на какую-то коалицию. Элхан, сможешь немножко назад? Голова не полностью падает в кадр. Да.
Отлично. Хорошо. Тогда я слышу утверждение, два момента. Я смотрел выступление Айка Мамеджаняна, это глава фракции «Честь имеет» Северо-Сарксианская партия в парламенте. Он сказал, что никто не будет идти против мирного плана, за которым стоит Трамп. Никто на это не осмелится. Хотя после иранской войны я в этом сомневаюсь. Это слова были сказаны до иранской войны, к которой мы еще перейдем. Вот. И с другой стороны, вот в «Эхо» выступал Давид Степанян, их неизвестный, знаешь его, да? Эксперт, он говорил, что нет, оппозиция не выйдет с мирного плана, но он будет, в случае прихода к власти, они будут тормозить мирный процесс. Насколько это... Я думаю, что именно так и будет. Конечно, они не выйдут, они не рискнут выйти из мирного процесса, но он, наверное, прав в этом, что они будут тормозить процесс. Но это еще хуже, тормозить. Что означает тормозить процесс? Тормозить процесс, это означает, что не подписывать мирное соглашение с Азербайджаном. Тормозить процесс означает, что не менять конституцию. Это же не мир, это уже даже не торможение, это опять перейти в период напряженных отношений. То есть они сейчас многое могут сказать, чтобы граждане Армении не боялись, голосуя за них, что они не будут говорить, что опять мы начнем войну. Но если они говорят, что мы будем тормозить, то граждане Армении должны понять, что это будет первым определением, если это будет торможение, во втором определении это будет опять напряженные отношения с соседями, с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас вообще радикальная оппозиция в очень безвыходном ситуации. То, что сейчас используют Пашинян, Ален Симонян, если вы голосуете против нас, вы голосуете за войну, это очень сильный тезис в руках Пашиняна и Алена Симоняна. А что предлагает оппозиция? Нет, мы не против мира, а будем тормозить. Что значит тормозить процесс? Это значит, что опять напряженные отношения с Азербайджаном, опять какие-то провокации, опять выстрелы на границе и, хуже того, опять военные действия. 100 раз, если опять 100 раз Азербайджан и Армения будут воевать здесь, во всех этих 100 раз Армения опять проиграет. Мы помним, что в прошлом году азербайджанские издания, очень близкие к власти, мягко говоря, и спикеры, говорили о том, что приход к власти реваншистов может привести к новому военному конфликту. Для примера, об этом дважды или трижды писал Калибер. Но это очень близко к власти структур. Да, мы знаем, эти спикеры говорили близкие к власти. Насколько это опасность, вот еще вкупе со словами Пашиняна и Симоняна, возможно, что если не полноценная война, а какие-то боевые действия будут проведены? Эти все высказывания еще раз показывают, что как бы мы тоже как бы можем влиять на процессы в Армении, можем повлиять на результаты выборов. Я здесь ничего плохого не вижу. То, что Пашинян говорит, что если армяне не проголосуют за нас, тогда это будет война. То же самое пишут сайты близкие, например, я тоже об этом говорю, и близкие к правительству кругам какие-то эксперты. Но это месседж тоже армянам, что вы сделаете правильный выбор. Было время, когда Пашинян тоже у нас остро критиковался. До войны что мы видели? Какая политика была война? Он что говорил? Он был даже более радикальным, чем нынешняя радикальная оппозиция. Карабах – это Армения, точка. Наверное, ты тоже помнишь. И после этого напряженность выросла и начались военные действия. Но после войны он понял реальность и возвратился к этой реальности, что Карабах – это территория Азербайджана, нельзя оккупировать чужую территорию, надо иметь с соседям хорошие отношения. Об этом сегодня даже говорил Ален Симонян.
ты, наверное, смотрел, что как ответил Ален Симоньян на вопрос из армянских журналистов, который задал Да, да, ему да. Арцах, Арцах, он сказал, какой Теперь Арцах? он до этого сам Да, сказал Арцах, а потом поправил журналистку. да, он поправил, правильно поправил. Какой Арцах? Если вы говорите Арцах, то тогда Азербайджан будет претендовать на армянские территории, на западный Азербайджан, Зангезур, скажем так, западный Зангезур. То есть это все обоюдно. Это сильный аргумент. Когда ты говоришь, какой-то армянин говорит Арцах, то, ладно, хорошо, тогда мы будем говорить западный Зангезур, западный Азербайджан. Это армянам понравится? То же самое он объяснил этому журналисту. Хватит претендовать на чужие территории, на территории Турции, на территории Грузии, на территории Азербайджана. Если все время претендовать на чужие территории, ничего от Армении не останется. Он прав в этом. И идет пиар-компания. Пашинян тоже об этом говорил. Хотя раньше они говорили совсем другое. Тот же Ален Симоньян попросил как бы извинения, что до войны он ездил в Агдам, там потом фотографии у него было, там что-то он какие-то сепаратистские высказывания. Но сейчас он говорит, что я был неправ. То есть то, что они были неправы, они признают. Пашинян признает это, свою ошибку. Ален Симоньян признает ошибку. И они не претендуют на азербайджанские территории. Вот это основной тезис. И в этом им помогает часть, скажем, азербайджанские политики, скажем, эксперты из Азербайджана, что они тоже то же самое говорят, что говорит Пашинян. Что если выбор будет армян неправильным, то есть они проголосуют за такого сепаратиста, как Кочарян, скажем, Саркисян, то мало армянам не покажется. Это тоже как бы влияет на внутриармянский процесс. В этом я не вижу ничего плохого. Чтобы армяне действительно сделали правильный выбор. И я думаю, что большая часть армян именно сделают правильный выбор. Хорошо. Но ты вот вспомнил вот эту знаменитую фразу Арцах это Армения, точка. А до этого было, что как можно от окна отказаться, да, это тоже были слова Пашиняна. Чтобы мозги появились у Пашиняна, понадобилась одна война. Если Да. власть сменится, все пойдет по новому кругу. Но отличие Пашиняна от Кочаряна в том, что хотя у Пашиняна тоже были провокационные высказывания, но он никогда не воевал, сам не воевал в Азербайджане, он не был сепаратистом, он не был лидером Карабахского движения. Да, он был журналистом Про в Армении, Пашиняна, да, речь идет? да, он был журналистом в Армении, был политиком, был в армянском национальном конгрессе, поддерживал бывшего президента Левона Тер-Петросяна. Да, у него были провокационные какие-то высказывания, но он не участвовал в сепаратистском движении, он не участвовал в трагедиях, произошедших на территории Азербайджана. Вот главное различие Пашиняна от Кочаряна. Кочарян же никогда не скажет, что я не был прав. Он никогда не скажет. Если до этого он об этом не сказал, что если бы он сказал армянской общественности, я был неправ, не надо было начинать сепаратизм Азербайджана. Два народа столько потеряли, территории потеряли, десятки тысяч жертв были. Если бы он все это, как Пашинян, признал свою ошибку, может быть, часть армян проголосовала бы за него. Но он ничего такого не говорит. Саркисян ничего такого не говорит. Поэтому есть опасность в том, что есть такие люди, как Пашинян или Саркисян, опять придут к власти. Я не думаю, что у них есть возможность опять прийти законным образом. Но скажем, допустим, такую вероятность, что если они придут к власти, но это он не будет подписывать с Ильхамом Алиевым мирное соглашение. Он не будет менять Конституцию. Но если не менять Конституцию, не будет и мирного соглашения, то в прах пойдет дорога Трампа. То есть опять Азербайджан опять не допустит какие-то грузы в армии. Вот сейчас идет мирное строительство. Хотя не подписано мирное соглашение, Азербайджан сам продает Армении бензин. Из России какие-то товары, грузы через Азербайджан идут в Армению. Это из-за чего идет? Из-за того, что идет мирное строительство. Из-за того, что Пашинян выдвигает мирные предложения. Но если придет Кочарян, опять
по-старому он будет говорить, то все это остановится. Дорога Трампа остановится, никакого строительства не будет. Товары не будут идти со стороны Азербайджана. Турция не откроет границу с Арменией. То есть армянам будет еще хуже. Еще хуже. Поэтому я считаю, что большая часть Армении, хотя рейтинг Пашиняна немножко упал, но я думаю, что он еще сохраняет свой электорат. И этот электорат даст ему еще раз возможность, что он стал премьер-министром. А если не Качарян, а армянский Бидзина придет? Ну, если Бидзина, какой-нибудь другой политик, ну да, если он не был раньше сепаратистом, не участвовал Там был в Карапетян, на самом деле. Вот, Ну допустим. да, Карапетян, я считаю, немножко отличается, скажем так, от Кочаряна и Сарксяна. Да, он тоже в оппозиции Пашиняну, есть связи с российской элитой, но я думаю, что он тоже понимает реальную ситуацию. Но здесь загвоздка в другом. Если он придет к власти, он может поддержать мирные соглашения, но он будет сателлитом России. Это тоже плохо для региона. Не только же, чтобы человек приходит к власти, не подпишет с Азербайджаном мирное соглашение, это будет плохо. Плохо будет и тогда, если новый премьер-министр опять станет сателлитом России. Карапетян именно такая фигура. Он как Бедзина Иванишвили. Весь свой капитал он создал на территории России. Он связан, как и другой олигарх, который сейчас находится у нас в тюрьме, он связан с российскими политическими элитами, кругами. То есть это тоже ничего хорошего не сулит Армении. Хорошо. Если тогда вот еще как бы новая редакция официально не опубликована, инсайдер, да, на самом деле, как опубликует, подробно поговорим об этом. Ну вот, насколько я вижу, с началом иранской войны прошло какое-то телодвижение, Арат Мирзоян позвонил Джейхону Байраму, начал консультации, появилось то, о чем многие из нас, в том числе ты писал, я писал, что общие источники опасности заставляют Баку и Ереван найти какие-то общие точки консенсуса. Да, я считаю, что есть общие точки, это Иран и Россия. То есть и Пашинян, и Алиев не хотят, чтобы Россия имели влияние на Южном Кавказе. В этом есть устное согласие, я думаю, между лидерами. Это главное. И во-вторых, когда Иран ударил по Нахчивану дроном, многие позвонили и президенту Алиеву, министру иностранных дел Джейхану Байраму поддержать Азербайджан. Я тогда еще прогнозировал, что если даже Пашинян не позвонит Алиеву, то есть он скажет своему министру, чтобы министр позвонил. И это было. Это тоже позитив. Если бы Иран ударил по Армении, то же самое сделал бы наш министр иностранных дел. То есть он тоже бы позвонил Арарату Мирзояну и поддержал в этом вопросе. Да, текст был такой, что там не было слов, что Армения поддерживает Азербайджан. Но то, что именно после этого случая Арарат Мирзоян позвонил, они говорили о последней ситуации, это еще раз показывает, что есть точки соприкосновения между нашими лидерами. Это тоже очень большой позитив. Хорошо. Теперь к основному процессу, который идет на самом деле, война в Иране. 4-я неделя завершается уже. Можно ли сказать, что эпическая ярость превращается в эпический провал? Как американцы говорят, epic fail. Смотря с какого угла посмотреть. Да? Какие цели преследовал американцы или израильтяне? Они преследовали несколько целей. Чтобы Иран не мог больше никогда обогащать уран, Иран не мог производить баллистические ракеты. Американцы и израильтяне ударили сильно по Ирану.
Иран потерял военно-воздушные силы, ПВО Ирана не могут задействовать, корабли все уничтожены. Здесь результат для Израиля, для Америки. Но главный результат не достигнет. То есть они не смогли поменять власть. Они не сделали власть, как, скажем, в Венесуэле. Хотя режим Венесуэлы осталось, убрав Мадуро. Сейчас этот режим Венесуэлы работает на Трампа, на Америку. Наверное, Трамп думал то же самое, он сможет сделать Иран, но Иран, как оказалось, крепкий орешек. Это несмотря на то, что они потеряли много лидеров, генералов, но они все еще сопротивляются. Но есть уже информация, что американцы могут начать наземную операцию. В этом есть большая опасность, потому что начать наземную операцию, скажем, это Иран, не Ирак, ты должен иметь 600-700 тысячную армию, чтобы захватить весь Иран, и тогда американцы потеряют много военнослужащих, что негативно отразится на позиции Трампа. Поэтому Трамп не рискует. Но что могут они сделать? Они могут захватить главные стратегические порты. И могут захватить несколько основных стратегических островов Ирана. Вот это может произойти. Победителя, как оказалось, нет. И Иран не победил, это понятно, хотя некоторые турецкие эксперты говорят, что Иран якобы победил, смог выстоять, но смог выстоять, это не то, что Иран смог выиграть. О каком может быть выигрыше, когда потерял всех лидеров, когда потерял столько военной техники. Иран не выиграл, понятно, но и американцы, и израильтяне пока не выиграли. Пока не выиграли. И сейчас идет какая-то торговля. Сейчас американцы хотят как-то договориться, что якобы иранцы попросили переговоров, хотя иранцы говорят, что у нас таких просьб не было. Но есть информация, что уже идут какие-то контакты. Трамп должен как-то закончить эту войну. Потому что этим способом поменять власть не получится. Но что будет после? Если даже война остановится сегодня и сейчас, пройдет некоторое время, и в Иране опять начнется хаос. Опять часть общества выйдет на улицы, экономика и социальная сфера вся разрушена в Иране. То есть все это опять устроить, все это годы, десятки лет потребуется. Жизнь иранцев будет еще хуже. Поэтому есть надежда на то, что если война сегодня, остановить войну, стратегически надо будет ждать, что есть народ выйдет на улицу и поменяет власть. Но это тоже сложный вопрос. Как мы видели, иранцы вышли на улицу, но как бы не ослабла КСИР, корпус стражей исламской революции, они опять откроют огонь людям и убьют много тысяч опять иранцев. То есть победителей в этой войне нет. Сейчас стороны не потеряв лица, когда хотят закончить эти военные действия. Хорошо. Но сейчас видно, что море инсайдов о том, что американцы хотят выйти, Трамп хочет выйти из ситуации. Он предлагает договариваться, он звонил Путину, он звонил Моди сегодня, премьер-министру Индии. Да. Вот. Близкие к нему источники выпячивают, что Пакистан может быть площадкой для переговоров. И вчера он выступил не в открытую, а вот под контекстом возложил ответственность за войну на своего министра войны Пита Хаксета, что вот это его инициатива была. Но иранцы говорят, что никаких переговоров не ведем, и у нас условия твердой гарантии, что американцы должны уйти с региона. Этого не будет никогда. Никаких таких гарантий американцы Трамп не дадут. Это похоже на анекдот, когда тебе не дают парашюта, и говорят, если нет парашюта, о чем речь. То есть американцы никогда не выйдут из региона. В Персидском заливе во всех странах у американцев военные базы. Если выполнить требования Ирана, это полная капитуляция Трампа всей большой такой суперстраны Америки. Нет, об этом речи не может быть. А то, что ты сказал, что Трамп сегодня высказался в
что вот министр войны, он предложил ему начать военное действие. Он хочет перекладывать ответственность на других сейчас. Да. Он хочет как-то остановить войну. Он должен найти какое-то решение. Но если начнутся переговоры, это уже разрешение конфликтной ситуации. То есть, если начнутся переговоры, он может остановить военные действия, сказать, что, вот видите, я достиг цели, у Ирана ослаб, у него нет уже военно-морских сил, военно-воздушных сил, Иран не сможет в течение 10 лет создавать баллистические ракеты, хотя если этот режим останется, через несколько лет опять они будут производить баллистические ракеты, и опять они будут обогащать уран. То есть это все будет продолжаться. Я даже думаю, что то, что вот ударили американцы Израиль по всем объектам Ирана, этот режим, если останется, этот режим будет опаснее предыдущего режима. Потому что сейчас Ираном управляет не духовный лидер, не президент. Тише. Ираном управляют эти радикальные генералы с КСИР. А это еще более опасно для мира и для региона. Я вот хотел довести свою мысль до конца. Вероятно, что говоря одно, это не только 5000-летняя персидская дипломатия, это везде так. Часто говорят одно, другое, имеют в виду другое. Имеется в виду снятие санкций с Ирана. Если санкции с Ирана снимаются, нефтяные санкции, значит, в иранскую экономику вливаются деньги, уже частично сняты эти санкции, вливаются деньги, значит, социально-экономическая ситуация немного подравняется, тем более, вот как ты сам сказал, надо остановить воздушную страну, появляются новые рабочие места, и причина же протеста была тяжелая экономическая ситуация. Значит, эта причина исчезает, нет? Но никто не может сказать, если убрать санкции, нынешний режим, еще более радикальный режим, все эти деньги будут направлены на восстановление экономики, решение каких-то социальных проблем. Опять эти деньги пойдут на вооружение, на обогащение урана, на создание уже новых, еще более сильных ракет. Ведь что увидела иранцы? Ведь в прошлом году, начав военные действия, американцы и Израиль открыли ящик Пандоры. И иранский режим понимает, что через каждые 6 месяцев или раз в году американцы и израильтяне уже могут ударять по Ирану. То есть этот режим, если убрать санкции, деньги вливаются, будут вливаться на военные расходы. Они не будут думать о новых рабочих местах. То, если бы они об этом думали, они бы думали об этом раньше. Но раньше тоже об этом не думали. Начиная с исламской революции, они создавали КСИР. Ну вот зачем КСИР этому режиму? Ведь они же не доверяли армии. Поэтому в 1979 году была создана КСИР, параллельная структура, чтобы этот КСИР поддерживал режим. То есть, если убрать, американцы тоже хорошо понимают, если ослабить санкции, эти деньги не пойдут на экономику. Но, например, Обама решил убрать санкции во время президентства. У него было соглашение с иранцами. И куда пошли эти миллиарды долларов? Не на решение экономических проблем, не на решение социальных проблем, а на Хезболла, на Хамас, на хусидов. Ну, все это прекрасно понимают. Если опять убрать санкции, эти вливания еще больше пойдут на все эти вооруженные группировки, на военно-промышленные комплексы. И поэтому я не думаю, что до конца американцы уберут санкции. Наоборот, я думаю, что если закончат войну американцы, они будут делать все для того, чтобы Иран не мог много продавать газа и нефти в мире. Хорошо. Но тем не менее, да, мы знаем много таких стран, которые получают хорошие доходы от поставки энергоресурсов. Большая часть этих денег оседает на кармане правящего режима, но населению что-то припадает. Ну да, это бывает, да, но сейчас за месяц, уже около месяца войны, многое в Иране разрушено. Надо все это восстанавливать. На это
надо сотни миллиардов долларов. Кто даст этих денег Ирану? Даже Россия с Китаем не дадут этих денег Ирану. Зачем давать эти деньги Ирану, когда можно предположить, что опять могут начаться военные действия? Например, у китайцев с Ираном было соглашение, что будут вливания 400 миллиардов долларов в иранскую экономику за 25 лет. Ни одного доллара не было из Китая. Почему? Потому что китайцы умные люди. Они в основном думают о экономическом. Они поняли, что если все это инвестировать, вдруг начнется военное действие, и все это пропадет. Поэтому это соглашение тоже уже в будущем тоже не будет работать. Россия сама ведет войну в Украине, ей самой нужны инвестиции, деньги. То есть два союзника, скажем, у Ирана основных, партнера стратегических, Россия и Китай, они тоже не будут инвестировать в экономику Ирана. Экономике Ирана уже сотни миллиардов долларов. И продавая нефть, они не смогут получить столько денег, чтобы решить всех этих экономических и социальных проблем. Поэтому я думаю, что даже закончив войну, часть общества Ирана опять выйдут на улицу. Сначала, как в предыдущем случае, сначала экономическими лозунгами, борьба против инфляции, а потом эти лозунги перейдут уже к политическим лозунгам. Но мы видим явный результат. 4-я неделя войны, ну, уже месяц почти будет, заканчивается. Американцы теряют каждый день миллиард долларов. Триллион долларов сгорело в американской бирже из-за падения котировок. Израильский железный купол, можно сказать, уничтожен. Вот. Регион, который считался одним из экономических и финансовых центров мира, перестает фактически им быть. Вот. Ну вот ты перечислил то, что удары, которые получил Иран, я перечислил то, что удары получили его враги. Вот. И к чему это идет? Ну, станок, печатающий доллары, все же находится в Вашингтоне. И не впервые президентом Америки печатать новые банкноты. В 60-х, 70-х годах американцы воевали в Вьетнаме, потеряли десятки тысяч военнослужащих, много миллиардов долларов. Ну и что? Проиграли там тоже войну, и коммунистический режим оккупировал весь Вьетнам. Потом были войны в Афганистане, в Ираке, где выиграли американцы, скажем. В Афганистане, последняя война была в Афганистане, там тоже потратили, даже, говорят, триллионы долларов. Но ничего, Америка опять существует. То есть, да, Трампу будет сложнее, потому что он тратит, опять как бывший президент, много миллиардов долларов. Если много американских военных будут умирать, это тоже будет напряжение для Трампа, но это Трампа, я думаю, не остановит. То есть деньги не главное для Трампа или, скажем, для американских военных структур. 40-50 лет последней истории в Америке при любом президенте были малые и большие войны. Это сейчас в первом президентском сроке Трамп ни с кем не воевал. Впервые Трамп воюет с каким-то государством. То есть он хочет выйти из этой войны, если даже не победителем, но не проигравшим, скажем так. То есть деньги, что Америка потеряла деньги, но мало ли потеряла за последние 50-60 лет американцы денег в разных войнах. Скажем так. То есть здесь тоже, да, будут потрачены многие миллиарды долларов, но если будет какой-то небольшой результат, скажем так, или два результата, то есть Иран не сможет обогащать уран, Иран не сможет производить баллистические ракеты, это уже будет какой-то результат для Трампа, результат для Америки. Но пока этого Трамп еще не достиг. Чтобы достиг этого,
какой-то новый лидер Ирана должен обещать, что обогащения не будет и не будет производства дальних ракет. Пока этого нет. Да, но война в каком-то виде еще будет продолжаться. То, что касается Израиля, но после первой войны, летом прошлого года, уже все были готовы, что если начнутся новые военные действия, иранцы смогут ударять по Израилю тоже. В первой войне был какой-то шок. Когда иранцы ударили по израильтянам, все подумали, а где же ПВО Израиля такой, много в мире об этом говорят, а не смог нейтрализовать иранские ракеты. В первой войне был шок, а в этой войне такого большого шока, я думаю, что нет. Все были готовы, что если начнется война против Ирана, у Ирана есть баллистические ракеты, летающие до 2000 километров, не только до 2000 километров. Сейчас, оказывается, у него есть баллистические ракеты, летающие даже 4000 километров. То есть эти ракеты могут достичь даже до Лондона. То есть все это знали и знали, что если Израиль, Америка начнет военные действия против Ирана, Иран ударит и по Израилю тоже, и по персидским странам тоже. Но не было такого прогноза, что иранцы будут ударять влево и направо, Турцию будут ударять, по Азербайджану какие-то дроны направят. Это прогнозировать было сложно. Но иранцы же не ударили не только по военным базам Персидского залива, они ударяют по туристическим центрам стран Персидского залива, газовые нефтяные резервы они ударяют. То есть это мало прогнозировано. Но то, что они ударят по Израилю, по военным базам американцев, все это ожидали. Американцы и израильтяне пока будут, наверное, вот еще неделю, 10 дней можем прогнозировать продолжение войны. Но после этого уже они будут обдумывать какие-то переговорные процессы. Я думаю, что иранцы тоже уже поняли, что беспрерывно вести военные действия, уже ресурс иссякнут у Ирана тоже. Я думаю, что реально сейчас, вот говорят, что Пакистан, ты тоже сказал, что Пакистан, премьер-министр Пакистана Шариф сказал, что да, Пакистан, они могут организовать встречи между иранцами и американцами. То есть у премьер-министра Пакистана и самого Пакистана хорошие отношения и с Америкой, и неплохие отношения с Ираном. Турцию тоже можно организовать. Но уже в странах Персидского залива я не думаю, что можно организовать встречи дипломатов двух стран. Посмотри, иранцы ударили по Катару, иранцы ударили по Оману. Эти два страны были против войны, во-первых. И во-вторых, они были даже посредниками между американцами и иранцами. А иранцы ударили по Оману тоже. Оман последний раз дипломаты из Америки Или, и Ирана пожалуйста, с территории Катара стреляли по Ирану. Да, с американской базы не катарцы стреляли, а с территории Катара стреляли. Иранцы ответили адекватно. Нет, это адекватно, я понял. Но возьмем Оман. Нет доказательств, что с территории Омана американцы стреляли по территории Ирана. Оман тоже был против войны и выступал как посредник. Скажем так, есть военные базы в Персидском заливе, они могут ударить. А почему ракеты летали в воздухе в Турции, скажем, 3 раза? Они объясняют, что это не мы. Потом про Нахчеван. Министр иностранных дел вчера буквально говорили по телефону. Министр иностранных дел Азербайджана и Ирана. Иранцы обещали, что выяснят, в каких обстоятельствах эти дроны попали на воздушное пространство Нахчеван. Ну, что выяснять? Понятно, что это дело рук иранских генералов. Но они же не будут скажут, что это да, мы сделали. То есть выстрел в сторону Азербайджана тоже было непонятным, потому что военных баз американцев на территории Азербайджана как таковой нет. Хорошо. Знаешь, на самом деле, я бы сюда добавил еще вот эти моменты репутационной потери. Дважды американцы в ходе переговоров нападали на Иран. Дважды. Это было то же самое. Даже вот такие военные моменты. Иранцы сбили F-35. Естественно, все, кто сбито американской техникой, они говорят, что или упало само, или по ошибке. Friendly fire. Вот.
Да. То есть это подавалось как самолет-невидимка, который сбивать невозможно. Вот репутационные потери. И самый важный момент для меня тут, до 28 февраля страх перед американским нападением сдерживал Иран в региональных вопросах, в том числе в отношении нас. Они же не нас боялись, на самом деле. Они боялись, что если они проявят агрессию, американцы воспользуются этим, ударят по Ирану. Сейчас этот страх исчезает. К чему это приведет? Ну, действительно, страх исчезает, но страх остается у иранцев тоже, потому что у иранцев нет гарантии. Если даже они договорятся с американцами, что американцы по происшествию 6 месяцев опять не ударят по Ирану. То есть, как я сказал раньше, все, они открыли Пандору. То есть, ящик Пандоры уже открыт в прошлом году, когда впервые американцы и израильтяне начали войну против Ирана. Проходит 6 месяцев, вторые военные действия. Нет гарантии, что не будет третьих, четвертых, пятых. То есть у Ирана, если даже они что-то подпишут, ты вот напомнил мне, что вот война началась, когда велись переговоры. Но уже для американцев никакие переговоры там не имели значения. Вот это похоже на российско-украинские отношения. Когда в 1994 году конференция ОБСЕ в Будапеште, все президенты подписывают, что все атомные боеголовки Украина передает России, и Россия признает территориальную целостность Украины, и все, на этом все решено. А что сделал Путин? Все, выбросил это в мусорный ящик, все это подписано, и начал оккупационную войну. То есть то же самое с Ираном тоже. То есть если даже сегодня они согласятся на каком-то вопросе, у иранцев нет гарантии, что американцы опять не начнут войну. А американцы как могут начать? Если что-то подпишут, останавливаем войну, скажем так. Проходит несколько месяцев, и американцы объявляют, что опять иранское правительство начало обогащать уран. Все, если это будет официально признано, опять начнутся удары против Ирана. И Иран не сможет доказать, опять же, что он не обогащает урана, что это противоречит исламу. Но это тоже смешно, что обогащать уран, создавать атомную бомбу, это против ислама. Пакистан, Исламская республика, имеет атомное оружие. По понятным причинам, что у него соперника Индии есть атомное оружие, у Пакистана есть. И иранцы тоже так думают. Как думают? У главного врага Ирана, у Израиля, если даже израильское правительство никогда это не признает, есть атомное оружие. Иранцы думают как? То есть радикали, генералы Ирана. Если у моего врага есть атомное оружие, почему у меня не должно быть? Это как-то можно понять. Это же правильно. Это, с одной стороны, правильно, но почему против Пакистана не говорят, что Пакистан не должен иметь? Пакистан не создает проблем для всех соседей, а Иран создает пятые колонны, создает какие-то шиитские террористические группы. Поэтому все считают, не все, скажем, но многие считают, что это государство не должно иметь атомного оружия. А Израиль оккупирует территорию этих государств. Вот недавно оккупировали еще западные Голланы в Сирии. Но почему оккупировать? Скажем так. Ну, когда начались военные действия против Ирана, параллельно Хезболла начал бомбить территорию Израиля. Подожди, это Сирия, это не Ливан. Хезболла в Ливане. Они да, я имею в виду, Сирии. Сирия у него такая позиция, что, да, это я тоже считаю, это неправильно, но какая позиция у Израиля, что вот сирийское правительство начало прессинговать против друзов, и это было какие-то небольшие удары. Я думаю даже, что нынешнее правительство Сирии, Аль-Шара, ему выгодно, чтобы Хезболла ослаб. И то, что сейчас Израиль ударяет по позициям Хезболла, это выгодно Аль-Шаре, нынешнему сирийскому правительству. А почему начался военные действия в Ливане? Тоже по понятным причинам. Хезболла, не считая с выгодами своего страны, своего населения, а выгодой Ирана,
начала бомбить территорию Израиля, а израильтяне начали военные действия. Это похоже на, знаешь, на что? Когда 3 года там назад Хамас в октябре месяце напала на территорию Израиля, убила многих граждан Израиля, и тогда Израиль начал ответный действия. Да, ответ был более разрушительным. Больше 40 тысяч человек, невинных людей умерло. Это тоже неправильно. Но почему начались эти военные действия? Хамас напал в октябре на территорию Израиля. Я То не же об самое. этом. Да, про Сирию. Сирия это другая история. Не, Сирия Сирия типа я даже не в согласен. Хамасе, не в... По Сирии я с тобой согласен. Это уже провокационная политика. Когда Сирия, новые власти, там же нет Башара Асада, и Сирия уже не союзник Ирана. Это же должно быть выгодно Израилю. Но какие-то в Израиле тоже есть радикальные силы. То есть воюешь с Ираном, понятно, это твой враг. Воюешь с Хизбуллахом, это тоже понятно. С Хамас. Но почему воюешь против Сирии, когда поменялось правительство? Вот это я согласен с тобой, это неправильно, непонятно. Хорошо. Сегодня президент Германии Штайнмайер выступил и поставил знак и сказал, практически назвал одинаковыми войны России в Украине, вторжение России в Украину и вторжение и война, развязана американцами и израильтянами против Ирана. То есть поставил знак равенства между русскими и американцами. Вот. Я не вполне согласен. Это Украина, а не Иран. Совсем разные государства. Даже наоборот. Иран поддержал Россию в оккупационной войне против Украины, когда продал ей... Я понимаю. Но в обоих случаях речь идет об агрессии против суверенного государства. В этом отношении, да, можно провести параллели, но опять же, есть много различий. Различий в том, что Россия напала на Украину, американцы, израильтяне тоже напали на Иран, но их аргумент был в том, что Иран не выполняет международных соглашений, обогащает уран. Ничего такого с Украиной не было. Украина была Русские тоже жертвой... обвиняли Украину в том, что хочет вступить в НАТО, привести натовские войска на территорию Украины. Ну да, все понимали, что это ерунда. Они даже говорили, что в Крыму будут натовские военные базы. То есть русским просто не понравилось, что они убрали Януковича оттуда. И что украинцы хотят вступить в Европейский Союз, потом же в НАТО. Каком выигрыше оказалась Россия? Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Граница с НАТО еще более стала больше. Но где выигрыш от этого? Украина не стала членом НАТО, а стала граничащей с Россией Финляндия, когда граница еще больше стала с натовским государством. И рядом с Петербургом, да. Да. Но то, что главные лица Германии не согласны с американцами, ну это понятно. Хотя канцлер Германии, я думаю, что у него другая позиция. Хотя он открыто не поддерживает американцев, но он не выступает и не против. Хотя у Штайнмайера, наверное, другое мнение. Вот, хорошо. Заканчивая этот блок, у нас осталось всего 2 вопроса, да, вообще по теме интервью. Последний вопрос по этому блоку. Как ты относишься к фразе покойного Хомейни, не Хаминеи, а именно Хомейни, о том, что в мире 2 сатаны? Одна сидит в Вашингтоне, вторая в Москве. Когда он говорил про сатану, он имел, когда еще существовал Советский Союз, он имел Совет. Я думаю, даже сейчас нынешняя Россия хуже, чем сейчас Советский Союз. Да. Ну, в мире много сатанов, так скажем, не только 2. Небольшие, да, 2 большие. Были маленькие. Когда нашу территорию оккупировали, то предыдущие армянские правительства, сепаратисты тоже были сатанистами. То есть, если можно, я не хочу потребить слово сатанисты, потому что мы тоже с собой родились в бывшем Советском Союзе. Да, мы тоже критиковали этот союз, это была империя, но
говорить, что это было сатанинской страной, это сказать, что мы родились в сатанинской Режим, стране. сатанинский режим, так сказать. Режим, да, можно сказать. В Вашингтоне тоже. Что Вашингтон, да, тоже были неправильные войны, то, что я сказал, войны во Вьетнаме. Но зачем воевать во Вьетнаме? Вот так, якобы, что Вьетнам станет коммунистической страной. Ну, стала коммунистической страной. Ну и что, проблема для США? Я скажу даже удивительную вещь. Премьер-министр нынешнего Вьетнама, коммунистического Вьетнама, согласился на предложение Трампа вступить в Совет мира, то есть созданный Трампом. Ну, и почему тогда американцы воевали во Вьетнаме? Ну, если нынешний коммунистический Вьетнам соглашается с Трампом, вступает в идею Трампа Совет мира. То есть это была глупость воевать во Вьетнаме. Но это тоже можно считать сатанинским решением. Или война в Ираке, что якобы у Саддама есть химическое оружие. И где нашли это химическое оружие? Просто Коэн, бывший государственный секретарь Америки, показал в ООН колбу. Да, Сказал, Рамсфельд, да, по-моему, показывал. да, Колин Пауэлл. Колин Пауэлл, да, Колин Пауэлл. Якобы у Саддама есть химическое оружие. Вошли в Ирак, умерло больше 100 тысяч людей из разных стран. Было создано исламское государство именно на территории Ирака. Ну и где нашли это химическое оружие? Да, это тоже было сатанинское решение. Или в Афганистане войне, они воевали против Талибана. И где сейчас Талибан? Сейчас опять находится в Кабуле. И это тоже можно назвать это и ошибочным решением, и сатанинским решением. То есть в каком-то отношении высказывания Хаменеи, но он, называя эти две страны сатанинскими, а что он создал у себя дома? Разве не сатанинское управление было создано? Когда кроме армии есть иксир, кроме полиции есть башиш, который убивает людей из-за того, что они что-то критикуют. Уже начались убийства. Даже сегодня те люди, которые выступают против войны и что-то скажут против правительства, арестовывают и убивают их. Вот даже в нынешнее время. Да? Хорошо. Последние дни мы видим опять такое, если не рост напряженности, то перепалку между Баку и Москвой. Мария Захарова выступила и опять прошлась по святому для нас памяти Гейдарова. Вот. И притом видно, что она не просто так ляпнула, да, по бабе глупости, она дважды это повторила. Вот. Это что? Ну, ты лучше меня знаешь внутреннюю политику России. Ты много лет работал в российском издательстве, это в либеральном издательстве. Ты лучше меня знаешь. Но понятно, что это неспроста она так ляпнула. Дважды упомянула. Значит, они не хотят нормальных отношений с Азербайджаном, с Баку. Хотя вот недавно, буквально 12 февраля, опять наш посол в России встречался с заместителем министра иностранных дел России Галузиным. Якобы наш посол сказал, что сейчас все нормализуется. Какая нормализация? Какая нормализация? Если вопрос с нашим самолетом еще не решен. Нет компенсации, нет уголовных преследований, ничего. Хотя Путин обещал нашему президенту, если не ошибаюсь, в октябре они в Таджикистане встретились. Он обещал нашему президенту, что эти вопросы все будут решены. Не только не решены, а Мария Захарова говорит оскорбительные вещи. Но это не только же Мария Захарова. Там Соловьев, Киселев, Дугин. Все прокремлевские журналисты, эксперты. Ведь эти же люди думают, как Путин. Путин сам не может об этом говорить. Через них посылают месседжи разным странам. Казахстану, Украине, Армении, Грузии, Азербайджану. То есть Мария Захарова сделала месседж в нашу сторону, чтобы и из нашего министерства было резкое высказывание насчет высказывания Марии Захаровой. То есть хотя сейчас ситуация в регионе безопасная, сейчас война идет в Иране, и есть провокация Ирана против Азербайджана. В такой ситуации нам не нужно иметь
напряженных отношений с Россией. Но когда с российской стороны такие высказывания, не отвечать просто невозможно. Не отвечать просто невозможно. Почему это сказала Мария Захарова, тоже непонятно. Когда она критикует, они же не только критикуют какую-то страну, они таких используют такие фразы, высказывания против лидеров разных стран. О Пашиняне, что они говорят, оскорбительные вещи. Про Казахстан они то же самое говорят. То есть всем понятно, что эти высказывания не только Мария Захарова, Соловьева, которая выступает по российскому телевидению. Им дает все эти возможности президент России Путин. А Путин по-другому не думает. Я вспоминаю 90-е годы, когда сам работал журналистом, вместе с тобой мы работали в разных газетах. Тогда была другая немножко Россия. Был президент Ельцин, была небольшая демократия, была какая-то либеральная телевидение НТВ российский. А после того, как в 90-м году, в 99-м уже Ельцин назначил Путина премьер-министром, а по 2000 году он стал президентом, все изменилось. В телевидение попали такие люди, как Соловьев, Киселев, а в официальные лица стали употреблять не дипломатические выражения. Вот оставим в стороне Марию Захарову. А что пишет этот Медведев, бывший президент России? Какие сумасшедшие предложения против разных лидеров он пишет? Причем с Оскорбительные. Медведевым он считается, что на почве алкоголя сошел с ума. Вот я тебе напомню, Ушаков, как ответил на инициативу европейцев стать инициатором мирного переговора с Украиной. Ты помнишь, что он ответил? Нет, я что-то... А что он ответил? Факов. Ну вот в таком русле они и говорят, и в таком русле говорит и Мария Захарова, в таком русле говорят Тугин, который пишет и говорит, что вообще-то Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия, да, всех он стран, бывших советских стран обозначает, что они не должны быть независимы. Это Российская империя. Они должны... Вы еще разберитесь с Украиной, уже 5-й год воюете, и никак не достигли своих, в кавычках, целей. А потом уже говорите, что Казахстаном что будем делать, с Азербайджаном. То есть они не решив ни один вопрос, хотят решить, в кавычках, другие вопросы. Поэтому Мария Захарова, это не впервые Мария Захарова. Несколько лет тому назад она, Мамед Амин Расульзада тоже сказала, что якобы он сотрудничал с гитлеровской Германией, он похож на армянского фашиста Нижде, тоже говорят какие-то сумасшедшие глупости. То есть она опять повторяется. Да. И завершая, последний вопрос. Вот резкая смена, не то что определенная смена тона Москвы, это не тоже результат иранской войны, что мы видим, что как Россия усиливается, да? Эмбарго нефтяная с России снимается, двух основных компаний сняли на 3 месяца, Лукойл и Роснефть. Россия в месяц получает 150 миллионов. И к концу марта уже через несколько дней эта сумма достигнет 5 миллиардов. Всем уже стало сильно не до Украины на фоне иранской войны. Иран важнее. И Россия чувствует себя увереннее, нет? Да, есть этот фактор, что война в Иране, с одной стороны, выгодна России, что вот центр переместился с Украины на Иран, это выгодно России. Во-вторых, так как ты правильно отметил, санкции американцы убирают, и Россия свободно может продавать нефть не европейским странам, а азиатским странам, Китаю, Индии. Ведь американцы убрали санкции с Индии тоже, что Индия может покупать дешевую российскую нефть. Это тоже выгодно России в этом отношении. Но есть другая сторона монеты тоже. Но если Иран проиграет, это будет удар по имиджу России. Россия потеряла Сирию, Россия потеряла Венесуэлу, сейчас, возможно, потеряет Кубу. И если Иран тоже потеряет, это будет еще большим ударом имиджу России. Хотя
ситуативно, пока война в Иране выгодна России. М. А. Окей, друзья, это был очередной выпуск проекта «Эхо-Баку». У нас в гостях был директор аналитического центра «Атлас» Элхан Шайноглу. Элхан, спасибо огромное, что приняли приглашение. Спасибо огромное за интересную беседу. И тебе спасибо, Максим, спасибо. Элхан один из тех людей, с которым очень интересно и соглашаться, и не соглашаться, потому что когда с ним дискутируешь, что-то новое узнаешь на самом деле. Элхан отметил, что мы вместе работали. Я просто добавлю, что Элхан был моим начальником. То есть я у него учился. Вот. Спасибо огромное, дорогой. Всего Тебе хорошего. спасибо, спасибо. До свидания.